Закончились отчеты правительства Якутии в городском округе город Якутск. План проведения отчетов был предельно ясный. Сначала доклад, потом вопросы населения. Они касались трудовой занятости молодежи, благоустройства столицы Якутии, социальных выплат ветеранам, помощь обществу слепых в трудоустройстве, тарифов на коммунальные услуги, переселения из аварийного жилья, строительства новых школ. Кратко ответили практически на все вопросы присутствующих граждан, коснулись тактики борьбы с бедностью. Тактика, если в двух словах, будет заключаться в следующем. Мы сейчас определяем те категории населения, которые наиболее нуждаются в нашей поддержке. 13,5 миллиардов рублей было направлено в 2018 году только на социальные выплаты. Но нам нужно сделать так, чтобы эти выплаты доходили до тех, кто действительно в них нуждается. Вот это будет первое и такое, я бы сказал, ключевое направление нашей работы. Помимо этого, безусловно, нам нужно работать в целом над предотвращением бедности, и это в том числе бедность в семьях с детьми, отсутствие трудоустройства среди молодежи, борьба с безработицей и обеспечение приемлемых условий работы и возможностей для трудоустройства в сельской местности. Это второе направление. Ну и третье, на самом деле, важное направление, потому что бедность складывается из двух частей. Из низких доходов и из высоких расходов. Это сдерживание роста расходов. Мы все знаем, насколько выросли расходы в 2018 году по разным направлениям, но уже сейчас мы работаем по всем ключевым направлениям сдерживания роста расходов. Особенно это топлива моторного касается, особенно это касается завоза продуктов питания. Ну и, например, тот же самый Ленский мост, на наш взгляд, будет способствовать удешевлению продуктов и товаров, которые здесь, в Якутске, будут доступны. Комплексный план, в который и стратегию, и тактику включает, сейчас мы доформируем, и обязательно после этого публично для обсуждения представим, в том числе, чтобы, Зоя Егоровна, вы и все заинтересованные могли высказать свое мнение и принять участие в его обсуждении. Спасибо за ваш вопрос. Премьер-министр Якутии Владимир Солодов отчитывался в Доме дружбы народов имени Кулаковского. Во время отчета были затронуты темы развития города и республики. Правительство приняло решение о дополнительном финансировании строительства школы в Кангаласах. В этом году начнется строительство круглогодичного оздоровительного центра «Полярная звезда» в районе Табагинского мыса. Начнется строительство республиканского кардиологического диспансера в Якутске на 150 мест. Общее финансирование составляет более 4,5 миллиардов рублей. Причем 90% поступит из федерального бюджета. Для меня знаковое событие. Сегодня завершается мой первый отчет в статусе председателя правительства Республики Саха-Якутия. Сегодня он прошел в республике в 21 раз, но для меня в первый раз. Мне представляется этот формат очень важным, потому что я как председатель правительства, министры, члены правительства, имеем возможность непосредственно пообщаться с жителями, узнать из первых уст то, что их волнует, услышать предложения. И мы все вопросы, которые звучат, все идеи, которые формулируются, безусловно, берем в проработку, я их на контроль ставлю и обеспечиваю потом реализацию, достижение результатов или информирование о том, какие действия нужно предпринять, чтобы тот результат, который граждане ожидают, получить. В то же время мы не устаем менять отчеты. В этом году мы начали отчет с онлайн-формата, с открытой конференции членов правительства. Будем продолжать новые разные форматы. Я сам лично на прямой связи все время нахожусь с жителями. Любой человек, гражданин, может мне написать в Инстаграме. Я на все вопросы отвечаю в течение максимум 2 недель. Тоже прошу и требую от министров правительства. Постепенно мы этот формат делаем повсеместным и естественным. Поэтому я хочу, подытоживая отчет правительства, сегодня заключительное мероприятие отчета правительства 2018 года, обратиться ко всем жителям республики, ко всем жителям Якутска, не ждать следующего отчета. Если у вас есть вопросы, если у вас есть пожелания, идеи, инициативы, обращаться с ними. Каждый из них получит свое внимание и свой ответ лично от меня, от членов правительства, от главы республики Саха-Якутия. Все вопросы населения занесены в протокол отчетного собрания, и решения по ним будут контролироваться правительством Якутии. Полную версию отчета можно посмотреть на YouTube-канале Округ ТВ.